Как и война, так же, та же и революция. Но если взять по большому счету, она забирает самых лучших. И неважно, какой жизненный путь был у человека. Неважно, интеллигент он или он сирота. Неважно, бедный он или богатый. Все зависит от духовного состояния человека. Если у человека в душе реальный чистый храм, у него есть душа. Но чаще всего и забирают таких людей. Фильм про тебя снимают, представляешь? Снимает про тебя лодки фильм. Вот тебе и фильм, и памятник ты просил, тебе поставили. Все, как ты просил, брат. Все, как ты прикалывался. Что им рассказывать? Я не знаю, что им рассказывать. Фильм-то про тебя, не про меня. Реально не знаю. Просто родимый не знаю. Что, блин. Лучше бы мы с тобой на фронте были, брат. Лучше бы мы были с тобой на фронте. Насколько было бы проще. Насколько было бы проще. На братики, я еще здесь. Еще встретимся. Мы с вами находимся сейчас в парке Румянцевых-Паскевичей возле дворца, в который пришел когда-то Михаил Жизневский заниматься историческим фехтованием и реконструкцией в клуб. Он был обычным парнем из рабочего района, каких много было у нас в клубе, из неблагополучных семей люди приходили. И, в этой башне мы занимались изготовлением доспехов, тут вот рядом площадка есть, на которой мы тренировались, у нас были спарринги, проходили здесь. Михаил, в принципе, отличался от всех остальных не своим происхождением, а именно внутренними какими-то характеристиками. Он был более упрямый, где-то более храбрый, где-то более напористый. Я помню, когда мы поехали в Пинск на турнир, то он выступал не в своей категории, где он был для несовершеннолетних, ему там еще 17 только исполнилось. Он сразу попросился, очень сильно упрашивал пойти все-таки на турнир взрослых, где и занял второе место среди людей старшей категории. Він займався історичними реконструкціями, в нього був хист до боїв на мечах, був хист до якоїсь такої тілесної, фізичної сили, він був тренований, він був доволі таки сильний фізично. І він умів битися мечами, щитами. І саме це, напевно, було дуже великим бонусом йому на Майдані, тому що там перві ряди, всі були історичні реконструктори, які собі робили щити, які робили собі палки. Все це було зроблено з дерева, це не було професійно, як на останніх фазах Майдану. Це все було дуже по-дилетантськи, дуже так просто, дуже на примітивному рівні. Первоначально Майдан-то начался потому, что было обещано, что мы идем в Евросоюз, а потом Янукович поехал в Москву и резко включил заднюю. Ну, это еще, может быть, все улеглось бы тихо, спокойно, если бы не произошло избиение студентов на Майдане.
вот когда побили людей, детей практически, да, на следующий день порядка 2 миллиона человек вышло на Майдан. Вы можете представить? Буквально за один день. Людям дали такий толчок. Ось ця революція, до якої ви все цей час йшли. І, звісно, було, так скажемо, романтичний позив, що от ця революція і всі націоналісти піднімаємося. Дійсно, були підняті всі націоналісти, було створено небувавше до цього об'єднання, коли геть різні за ідеології партії сойшлися в думки, що треба об'єднатися і створити одну силу, яка буде, так скажемо, рушійною силою на Майдані. Ну як ви вважаєте, як покарати цю владу зараз? Яким чином може її покарати? Як повинні понести покарання? І чи повинен нести це міністр і уряд, і ну, президент? Моя особиста думка на те, що вони просто так дипломатично самі не уйдуть. Переговори з ними вести, вже місяць ведемо переговори. Сенсу немає. Добре, як діяти? Які дії ви, на вашу думку, повинні призвести до нормального, просто до перемоги? До перемоги? Як один із лозунгів Майдану, разом і до перемоги. Дуже добре, дякую. А ну ще раз представтесь, будь ласка, хто ви? Олексій. Ну, по специфике организации у нас как бы принято, когда ты знакомишься, ты либо представляешься под псевдонимом, либо под каким-то вымышленным именем. Ну, это идет еще с начала основания организации, потому что, ну, полуподпольная работа была и так далее. То есть, ну, вот с тех времен как бы это осталось. Поэтому до последнего дня, до смерти Локи, я его так буду называть, потому что не могу по-другому говорить. Вот, Локи, по имени он назывался Алексей. Вот, я даже не знал, что он Михаил Жижневский. В какой-то момент времени я попал на вышкол УНА-УНСО. В 2007, где-то там в середине, наверное, года познакомился там с людьми, и как-то Миша подтянулся потихоньку. Потом моя жизнь поменялась в сторону, там я на учебу пошел в Баптистский университет. А Миша, в общем-то, остался в самом вот этом движении. Очень много чего узнал по истории Украины, интересовался часто. Вот. Начал чаще посещать различные вышколы, какие-то страйкбольные мероприятия вместе с командой Белоцерковской. И в конечном итоге стал даже руководителем вот этой Белоцерковской ячейки УНСО. Михайло Жизневський поїхав до Майдану Незалежності у статусі командира Білоцерківського осередку УНСО. Командиром УНСО стають по рішенню всеукраїнських зборів і дивляться на людину по його вчинкам і заслугам. Михайло Жизневський був членом також страйкбольної команди «Гріфінс», на яких, в принципі, і відпрацьовувалися усі навички, які потрібні в бою. Михайло був дуже відповідальною людиною, стриманою людиною. І він вірив в те, що він робить, він вірив в свою справу. Ребята, 3 метра территории свободной, чтобы не было провокаций. Зараз. Это не Беркут, это срочно. Они не били никого, их кинули на тушенку. Никто их не трогает. Це була людина настрою, це була людина, так скажемо, одного дня. Він
не шибко, так скажемо, напрягався насчет завтрашнього дня. Він жив одним днем, він був веселим хлопцем, він був трохи роздовбаєм, він був дуже добрим. От що в нього завжди було, то це було. Щоб його образити, це треба було дуже прикласти до цього зусилля. В нього те ж саме, я не скажу, що він був ангелом, в нього були свої моменти. Він так, як і всі молоді, він любив і гульнуть, і все. Тобто тут немає чого скривати. Звичайним хлопцем був. Якщо б він не розповідав, що він з Білорусі, всі могли б його прийняти навіть за місцевого. Півміста в нас так само розмовляє на російській мові, і я думаю, щоб різниці не було. Але він ніколи не забував вказати, що він є гостем и приезжим. Первое время в Украине, когда мы только приехали, вообще было очень сложно, потому что, во-первых, чужая, по большому счету, страна, не совсем понятные люди с другим менталитетом, ни жилья, ни работы, ни знакомых, ни родственников. Приходилось искать разные пути заработка, там мы в цирке работали какое-то время в передвижном. Потом был момент, когда мы там 8 месяцев провели в православном монастыре. Достаточно большое количество всего было. Были моменты, когда приходилось где-то буквально даже и зимой на улице жить. Такие тоже были моменты. Вот. Спасало действительно то, что были вдвоем, то, что помогали один другому, то, что большую роль сыграло то, что спиртного не употребляли, иначе бы точно было нам очень плохо. Вот. Первые, особенно года 1,5-2, было очень тяжело. Часто не было что есть, не было работы какой-то, тяжело найти где-то. Вот. Потом со временем начали как-то устраиваться. Особенно вот тот момент стал переломным, когда мы приехали в Белую Церковь, когда попали в Баптистскую церковь. Мы решили поменять жизнь и решили, что дальше все должно быть уже по-другому. Решили засесть на одном месте. И когда я вот в центре зала там встречаю людей, куда проходят люди, замечаю, куда проходят люди, я часто замечал, всех людей вижу, кто где садится. И вот особенно там Алексей, Анджей, куда они приходили, и где-то в этом районе они всегда вот имели место сидеть в церкви, слушать проповедь. Где в этом районе всегда они могли спокойно здесь иметь общення з церков'ю, з Богом. Дивіться, що ще Господь робить для народу свого, яке цінне сьогодні для нас. Дивіться, відновляє мой орел юність твою. Мов той орел відновлює юність. Дорогі мої брати і сестри, настільки, коли ми вже десь підходимо до старості, ми стаємо, знаєте, такі більш повільні і слабі. А Господь каже, а Він відновлює наші сили, мов той орел юність. І написано, я 15-й вірш згадаю, чоловік, як трава, дні його немов цвіт польовий, так цвіте він, та вітер перейде над ним і нема його, і вже місце його не пізнає його. Дійсно, наше життя як трава, воно мить пролітає. Так, і є до слова, я можу, знаєте, дійсно згадати Михайла Жизнєвського, який дійсно був молодий, але вже немає. Більше року його немає. Настільки пролітає життя, а Господь пам'ятає нас и дає нам свою милость. Он был очень занятый человек. Он дома не лежал, он дома не был, он только Андрея, когда спрашивал, он говорит, только приходил вот домой ночевать. То есть он был постоянно где-то занят и востребован. Я так думаю, что он нашел себя как-то здесь и был использован. Он отдавал себя, он не жил только для себя, он жил для кого-то. Я замечаю, что он это делает. Вот последняя работа Михаила Жизневского «Локи». Был сделан капот. Это первое, что у нас была идея, то есть в тюнинге. А вообще была идея сделать тюнингованную машину полностью с подсветкой днища, поставить сюда
двигатель спортивный, поменять полностью салон, но Жизневский не успел. Его любили, уважали, как друга, для кого как брата. То есть разные люди, но тоже можно сказать, что человека ты понимаешь только тогда, когда его уже нету. То есть раньше мы думали одно, а сейчас совсем другое. То есть ты понимаешь, что ты этому человеку уже в жизни больше ничего не скажешь. Только можешь прийти на его гроб и просто поставить свечку и пообщаться, да, там, с памятником. Революция, я бы сказал, не приносит жертвы, это немножко неправильно. При глобальных изменениях всегда есть жертвы, так будет правильнее сказать. К большому сожалению, одним из первых погиб именно Локи. Вы понимаете, по большому счету, там в тот момент никто не должен был погибать, потому что никто не думал, что они будут стрелять. Это вот были практически первые выстрелы у людей. Просто Миша оказался впереди всех. Вот. Ну и получается, что первая пуля была его. Ну, происходило это все на улице Грушевского. По утру, когда мы побежали по просьбе, не по просьбе, по крикам, мы услышали крики, я попросил Локи выглянуть. Он выглянул, и мы побежали сюда. Прямо там, где его сейчас памятник, чуть выше, находились автобусы. Автобусы у нас шли как раз от области того магазина, где у нас такая типа арочные ступеньки первые. И вот там стоял грузовик ВВшный, и сразу возле него автобус. Во всей этой суматохе Локи всегда шел первым, он исполнял роль щитового, он постоянно нас прикрывал. У него был ДСПшный щит, тонкий, я даже не знаю сказать, там и двадцатки не было. И он с ним шел вечно впереди. Вторым за Локи всегда шел я. Я цеплялся Мише за его лямку на форме зеленой, Бундесе, я за нее держался. Следом за нами шел маленький тот, что Тарас. Он держал щит сверху, чтобы, не дай Боже, нас не зацепили. И замыкал нас именно в тот день, 4-м у нас был дембель. Добежав сюда, где-то до Эмпориума, вот возле Сушия, мы встретились с первым потоком Беркута и начали переть на них, пытались отпереть их вместе с ВВшниками обратно. Локи побежал вперед, я ушел немножко в сторону. У нас была стандартная игра типа в шахматы, мы раскидывались на 3 шага, чтобы видеть друг друга, но не быть в одной связке. После этого мы добежали как раз-таки до вот этих вот автобусов и до вот этой вот чудного прохода, после чего полетела пару гранат. Я отвернул лицо, чтобы меня не ослепило. Когда я повернул лицо, Локи лежал как раз в проходе возле этих машин.
Мы его взяли, занесли это сюда, вот медпункт, еще один майдановский. Мы занесли его туда в надежде, что с ним все хорошо, его просто контузило гранатой. И продолжили свои действия здесь, на улице Грушевской, попытки, чтобы милиционеры не прошли дальше. Это вот недокуренная пачка сигарет его. Сигаретки, сыночки, не остались. Это вот он на ладошки ложил согревающие эти компрессики, чтобы ладошки не мерзли. Это вот его кошелечек с деньгами. Это вот его зажигалочка. Вот эти наши стужки. Он думал о Белоруссии всегда. Это вот лекарство, потому что Миша больной стоял на Майдане, но не уходил. Это вот бинт. У него была растянута правая рука. Он мне говорил, что мама болит правая рука. Так я говорю, ты возьми бинтика, купи и забинтуй. Это вот фонарик. Когда они уходили в ночное дежурство, так они одевали такие фонарики и зажигали. Все вот эти вот вещи, вот, все это мне пришли с прокуратуры как память о моем сыне. Тяжелого детства не было. Он постоянно был с отцом, постоянно то на рыбалку ездили, то... И понимаете, у меня Миша как? У меня Миша был как девочка. Он со мной и в ягоды, и в грибы. Он мог и варенье варить, он мог и огурцы катать, он мог и компоты катать. Он и стирал все, он как был девочка. Ему некогда было заниматься парнями с района. Я говорю, от которых ребят он удержал, от такого вот, от черты такой, что они не переступили эту черту, что ребята ему благодарны. Да, они шли за Мишем, как за лидером. Но чтобы такого, что Миша был парень с района и дрался со всеми, нет. Прежде всего Миша, я говорю, думал, как подойти к человеку и что ему сказать, чтобы не обидеть его, не сделать человеку больно. Нехай, можливо, пробачить його мама за такі мої слова. Він, мабуть, був для них якоюсь обузою, і ніхто особливо не займався його вихованням, тим паче про якісь там фінансування чи допомога фінансова хлопчику, який не може заробляти на той час гроші, не було. Тобто, я знаю, що йому ночувати приходилося в інших містах, зовсім з дому він йшов. У нього був утиск, такий внутрішній конфлікт вдома з мамою, з батьком. Що б не говорили там зараз його батьки, його родичі,
Але стосунки були складні, і в нього була образа. Знаєте, образа маленького хлопчика. Насчет батьків, я поки з ним спілкувалися, взагалі так мало чув. Це вже ближче в останнє время він вже починав розказувати, що його батьки там забивали, що дитинство він дуже тяжке в нього було, що були дуже великі непорозуміння з батьками, що його і виганяли з дому не один раз, що він, як він потрапив, в принципі, і до монастиря. Тому що він не хотів бути вдома, він не хотів бачити це все, що робиться там. І зустріч з батьками, мені здається, це його вертало в ті старі часи, коли він був Мішою Жизнєвським, коли в нього були проблеми, коли в нього були важкі часи. Він не зміг зв'язуватися з батьками, тому що це все ж таки інша країна. Можливо, він не хотів, щоб його розшукували, він не хотів давати про себе знати. Мама приїхати мала в Україну, і в останній момент Міша дуже чекав тої зустрічі. Але в останній момент чи він злякався, чи щось трапилось, може щось в душі перевернулося. Але він в останній момент відмовився з нею зустрічатися. Вони врешті-решт зустрілися, і розмова відбулась. І перед його смертю, перед тим, як він взагалі їхав на Майдан, у нас була розмова, він казав, що якщо в Україні не налагодиться ситуація з роботою в Білій церкві, то я змушений буду їхати в Білорусію, і я поїду і нарешті побачу маму. Я думаю, что Миша был счастливым человеком. Для него в жизни, я говорю, что было главное – мир на земле. Он ради этого мира и погиб. Ради мира. Ради свободы Украины, чтобы они жили мирно. Он хотел, чтобы правительство и люди эти, работяги, сели за круглый стол переговоров и решили все мирным путем. А получилось все наоборот. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені. Прощання з героями Небесної Сотні на Майдані відбулося під пісню «Пливе кача по Тисині». Всім відомо, що текст цієї пісні розповідає нам про долю хлопця, який потрапив на чужину, загинув там і не бачив ні рідної землі, ні рідної неньки. І він до неї звертається: «Мамо моя, не лай мені, не свари мене, тобто, за цей мій вчинок, що я так вчинив, що я так зробив». Я, звісно, в містику не вірю, але дуже текст пісні схожий на долю нашого побратима, мого друга Михайла Жизнєвського. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Як ви знаєте,
громадянин Білорусі і наш побратим Михайло Жизнєвський поїхав на Майдан і 22 січня 2014 року трагічно загинув. Ми, як і вся Україна, дуже сумуємо за Михайлом і вічно будемо пам'ятати його вчинок, який він зробив для нас і для всієї України. Вічна пам'ять Герою Небесної Сотні. Небесні Сотні тричі! Слава! 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 Бясконцасць – гэта прастора, якая пашыраецца, пераходзіць у час. Пашыраецца прастора, падаўжаецца час. Няма прасторы, няма часу. Прастор і час – гэта святло. Скульптура дапамагае зразумець сутнасць святла. Святло і цень стварае форму. Чалавек існуе на мяжы святла і ценю. Чалавек малюе ценем, Бог малюе святлом. Бясконцасць – гэта ідэальная прастора. Прасторы часе святла Бог дадае знакі. Гармонія ці дысгармонія. Ад гэтага залежыць жыццё чалавека, куды ён схіляецца.